Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане пройдут дни узбекского кино, Ашхабад и Хазар свяжет новый междугородний автобусный маршрут, Россия может увеличить квоты в вузах для граждан Туркменистана и другие новости. В мае в Туркменистане запланированы к проведению Дни кино Узбекистана. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи посла Туркменистана в Узбекистане Мамедова и заместителя директора агентства кинематографии Республики Узбекистан Ризаева. Узбекская сторона выразила пожелание проведения Дней узбекского кино как в Ашхабаде, так и в вилаятских центрах Туркменистана. Дни кино Туркменистана в Узбекистане запланированы на сентябрь во время проведения 15-го Ташкентского кинофестиваля. 1 апреля в Ашхабаде запустят новый автобусный маршрут. Он свяжет Ашхабад и поселок Хазар Балканского вилаята. Автобусы будут курсировать по новому маршруту ежедневно. Из международного автовокзала в поселок Хазар автобус будет отходить в 8:00, а из поселка Хазар в Ашхабад в 10:00 по местному времени. Цена билета в одну сторону составляет 60 манатов. Министерство образования Туркменистана обратилось в адрес Министерства образования и науки РФ с предложением увеличить квоты бюджетных мест в учреждениях среднего, профессионального и высшего образования до 500 на этот год. Об этом сообщила первый секретарь посольства РФ в Туркменистане, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева. Делегация Туркменистана, возглавляемая заместителем министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой, приняла участие в мероприятиях высокого уровня Генассамблеи ООН. В ходе совещания, проведенного под председательством Туркменистана в качестве вице-президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Мяхри Бяшимова рассказала о мерах, предпринимаемых Туркменистаном на национальном уровне по налаживанию систем обращения с отходами в населенных пунктах, внедрению современных технологий утилизации бытовых и промышленных отходов в целях улучшения жилищных условий населения Туркменистана и сокращения разрыва между регионами за счет опережающего развития сельских территорий. 8 апреля жители Ашхабада и гости столицы могут принять участие в пасхальном базаре, который проводит посольство Федеративной Республики Германия в Туркменистане. Пасхальный базар будет организован в лучших традициях Пасхи. Гости смогут отведать вкусную выпечку, приобрести сувениры ручной работы и послушать хорошую музыку. Для детей будут организованы развлечения и игры. Лондон больше не считается первым мировым финансовым центром. Теперь этот статус он делит с Нью-Йорком. Сразу после них в списке идут Сингапур, Франкфурт и Париж. В Лондоне намерены предпринять меры для того, чтобы вернуть титул мирового финансового центра, для чего привлекли специалистов крупнейших британских банков и финансовых корпораций. МТС представили публике новый рекламный ролик с обновленным логотипом. Ставший всем привычным за долгое время логотип МТС в виде белого яйца на красном фоне сменил лаконичный красный квадрат, в который по периметру вписаны буквы МТС. Туркменские спортсмены зарегистрировались для участия в Кубке Азии под дзюдо среди кадетов и молодежи в Алматы. Турнир, посвященный памяти Бекета Махмутова, пройдет с 7 по 9 апреля. Соревнования будут проводиться в 6-й раз. В турнире примут участие более 300 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизстана, Греции, Грузии, Латвии, Монголии и США. Туркменский футболист Сулейман Мухадов подписал контракт с таджикистанским футбольным клубом ЦСКА. К нашей команде присоединился нападающий Сулейман Мухадов. Желаем успехов Сулейману и надеемся, что он порадует болельщиков команды ЦСКА, говорится в сообщении пресс-службы Душанбинского клуба. 29-летний Мухадов перешел в ЦСКА из Худжанда. ФИФА лишила Индонезию права проведения молодежного чемпионата мира по футболу. Решение было принято по итогам встречи президента Международной федерации футбола Джани Инфантино с главой футбольной ассоциации Индонезии Эриком Тахиром. Турнир должен был пройти в Индонезии с 20 мая по 11 июня 2023 года. Новый организатор турнира будет объявлен позже. Действующими чемпионами мира среди молодежных команд является сборная Украины. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете познакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.